Здравствуйте, мы на съемке к вам. Здравствуйте, разрешите заметить. Давайте. Это перчатки. Всем додаете? Да, конечно. Спасибо. Вот так сейчас на завод пускают. Обязательный контроль температуры 2 раза в день, маски, перчатки и обработка антисептиком на входе. И так для всех сотрудников Зеленодольского судостроительного. Если температура обнаружена, соответственно, человек изолируется, вызывает сотрудник медсанчасти, и данного сотрудника уже госпитализируют. Чтобы не срывать госзаказ, на работу вывели четверть персонала. В основном те, кто непосредственно трудится на производстве. Что поменялось у вас? Ну что, только маски и все. Часть заводчан работают дома удаленно, другая часть шьет маски для своих коллег. 3 судостроителей находятся на карантине. Они вернулись из-за границы, еще около 20 на больничном по ОРВИ. Распоряжение издал, что даже те люди, которые выйдут из больничного, я им даю еще недельку на акклиматизацию, чтобы, не приведи Господь, они не затащили конкретно сюда коронавирус. На свои рабочие места вернулась и часть сотрудников КАМАЗа. Здесь также усилили меры безопасности. Рабочие места дезинфицируют. В столовых и на проходных специальная разметка безопасной дистанции. Во время обеда за стол садятся только по двое и только по диагонали. Пенсионеры предприятия в эти дни остались дома. Также на домашнем карантине 8 человек. Они вернулись из-за границы. Мы вывели сегодня на работу 72% наших сотрудников. Часть на удаленке, часть в административных отпусках. Обычный рабочий график. Мы вынуждены были смещать, чтобы наши столовые смогли принять за более длительный промежуток тоже количество людей, но уже с интервалом. В перечень системообразующих вошли 2 десятка крупных предприятий республики. Это такие промышленные гиганты, как ТАИФ и Татнефть. Их работа будет под пристальным вниманием правительства страны. При необходимости рассмотрит и вопрос о госпомощи. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск, Набережные Челны.